привели к некоторым важнейшим достижениям в математике за последние 40 лет. Карен Уленбек не только математик, но, как сказано в заявлении, будучи активным борцом за гендерное равенство в науке и математике, она также представляет собой ролевую модель. Ребенком Карен любила читать и мечтала стать ученым. Сегодня профессор Уленбек, приглашенный научный сотрудник Принстонского университета и Института передовых исследований в Принстоне, а также один из учредителей математического института Парк-Сити при Принстонском институте, цель которого – стажировка молодых исследователей, и соучредитель Принстонской программы под названием «Женщина и математика», которая была создана для обеспечения женщинам возможности проводить математические исследования на всех этапах их академической карьеры. Тоже мне бином Ньютона. Как отмечает председатель Абелевского комитета Ханс Мунте Каас, теории самой Уленбек произвели революцию в понимании минимальных поверхностей, таких как поверхности мыльных пузырей, и более общих проблем минимизации высокой размерности. Она разработала методы общего анализа, которые сегодня в арсенале каждого геометра и специалиста по математическому анализу, но также заложила основы современных геометрических моделей в математике и физике. Вдохновленная работами недавно умершего лауреата премии Абеля сэра Майкла Атьи, Уленбек заинтересовалась калибровочной теорией, которая служит математическим языком теоретической физики, а ее фундаментальные работы в этой области признаны значимыми для современного математического понимания моделей в физике элементарных частиц, теории струн и общей теории относительности. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск». Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Елена Черкова, а «Персонально ваш» сегодня кандидат экономических наук Константин Кузьминых. Константин, приветствую. Добрый день. Номер для смс-ок традиционный, +7 927 304 10 51. Писать можно смс-ки и сообщения в Телеграм, трансляции на Ютубе, на Фейсбуке у нас запущены. Константин, вы у нас в «Персонально ваш» впервые, поэтому давайте сначала как-то с общих вопросов начнем. Хочу попросить у вас немножко прокомментировать текущую нынешнюю политическую ситуацию в Башкирии. Как вы ее оцениваете, как вам все то, что происходит у нас вот с октября и по сей день? Ну, на сегодняшний день можно сказать, что с октября довольно-таки поставлены хорошие темпы. То есть в Рио взялся за, образно говоря, управление, да, что называется, сразу, что называется, по существу. Видны какие-то результаты, очень обнадеживает то, что очень качественно начали уделять внимание инвесторам, да, то есть все говорили, что нужны инвесторы, но вот в Рио взял на себя, значит, ну, образно говоря, работу, связанную вот с и работой по привлечению инвесторов, да, то есть, естественно, инвесторы обязаны доверять, да, тем территориям, и когда на эти территории поручается человек, руководитель этой территории, да, ну, это довольно-таки хорошо, да, то есть с точки зрения вот поставленных техник, технологий работы, то, что начали обновлять кадры, тоже очень неплохо, да, кадры пока ставят известных, да, довольно-таки людей, которые уже себя проявили, в то же время хочется отметить, как бы сказать, работе в области социальной политики, то есть вопросы здравоохранения, довольно-таки тоже начали плотно, соответственно, решать. Я думаю, что обороты только набираются, и здесь, конечно же, необходимо понять, что пришло время работать качественно, работать с отдачей, с результатом. Я думаю, что вот начало неплохое. Вы сказали, что уже есть какие-то конкретные результаты. А в чем они заключаются? В чем их вот проявляются эти результаты? Ну, если посмотреть те вопросы, которые направляются в тот же инцидент, да, в открытых группах, там, на Яндексе, то, в принципе, народ пишет, народ жалуется, возможно, да, для решения каких-то проблем, и проблемы решаются. То есть народ благодарит, и это говорит о том, что чаяние народа не оставлено в стороне. То есть, в принципе, вот
новшество, то же самое инцидент, да, но оно работает по жалобам, и, соответственно, какие-то изменения происходят. Но не могу сказать, что 100%, но, наверное, процент довольно-таки большой, да, то есть где-то нет возможности, возможно, где-то вопросы, соответственно, не совсем корректные, да, но в то же время вот говорится, хочу сказать о том, что вопросы людские, да, какие-то решаются. Но что касается глобальных каких-то аспектов, да, ну, есть заключены какие-то предварительные соглашения по инвестиционным проектам, намечены планы по привлечению инвестиций, да, я думаю, что какие-то оперативные вопросы решаются довольно-таки быстро. Мне вот понравилось, что в Рио проводят час инвестиций, час там здравоохранения, час строителя там или еще каких-то аспектов, которые наиболее требуют внимания, да, и внимания еженедельное, ну, образно говоря, этому отдельное уделяется вот такой качественная, эффективная разборка полетов и, соответственно, дорожная карта по дальнейшим действиям, да, на этих часах. Это такое прям очень, очень ручное управление, когда Ради Хабиров проникает везде, во все сферы деятельности. Неужели он не доверяет своей команде и сам вынужден этим заниматься, или нет просто людей, которые могут его заменить, там, не знаю, на тех же здравчасах? Почему руководство Минздрава не возглавляет эти здравчасы, а Хабиров сам сидит и слушает об этих проблемах? Я думаю, что к этому мы, возможно, придем, что руководители ведомств возьмут на себя эту ответственность, но на данный момент я считаю, что глава делает правильно, потому что он обрисовывает ситуацию, четко ведет за собой, у него впереди выборы, он показывает свой профессионализм. Конечно, чтобы тот же самый министр здравоохранения выполнял функции модератора там здравчаса, да, сначала он должен набраться каких-то навыков, компетенций, ну, допустим, даже у того же Ради Хабирова. Забелину не хватает компетенций? Ну, с точки зрения спрашивать, с точки зрения постановки задач, я думаю, что Ради Хабиров вырисовывает картину, которую Забелин тот же должен перенять. Но если Хабиров на данный момент не ставит Забелина модератором, ну, значит, пока еще рано. Как и всех остальных чиновников. Да, я думаю, что и других из чиновников, конечно, это касается. Просто здесь же, правильно вы говорите, команда нужна, да? Команду, которой доверяют, да? На данный момент доверие есть, но в то же время, видите, ВРЕО сам это делает в ручном режиме. Понятно, что для этого у него должны быть время, для этого должны быть, соответственно, ресурсы, да, но в то же время он показывает своим примером, так как он лидер, как это должно делаться, как это должно проводиться. И я думаю, что чиновники должны вот чувствовать, понимать, что от них хотят как минимум, да, чтобы взять в свои руки и уже в дальнейшем, конечно, быть полноценным членом команды, ну, соответственно, руководителя республики. Вот по поводу команды как раз. Такое количество красногорских чиновников нам зачем? У нас нет своих. Ну, дело в том, что чиновников-то у нас своих тоже хватает, да. Но здесь элемент команды, да, то есть люди уже с командой своей сработались, поэтому они привлекают людей из Красногорска. Люди проверенные. У нас не секрет, что кадровая политика, связанная с теми людьми, которых, ну, как бы сказать, доверяют, проверяют, да, естественный момент, но всех чиновников не заменишь красногорскими чиновниками, я так понимаю, да? Их, во-первых, не хватит по количеству. Ну, там хороший задан. Вот, и, естественно, я думаю, что ключевые позиции уже заняты. С другой стороны, наши чиновники, те, которые себя показывают, они, в принципе, на виду и на счету, а те, которые пока отсиживаются, пока, ну, образно говоря, их не трогает ситуация, ну, они, наверное, присматриваются и выстраивают какую-то свою стратегию поведения современную. То есть, по-вашему, эта команда такая рабочая, довольно эффективная?
Но если рассматривать команду топ-руководителей, то на данный момент, она набирает обороты. А если рассматривать команду, образно говоря, брать отсюда муниципалитеты, там районы, над этим еще, наверное, надо работать. Угу. Хочется проговорить по поводу рейтингов Радия Хабирова. Буквально за несколько дней, вчера, по-моему, как раз на Башинформе коллеги наши опубликовали материал о том, что Дмитрий Михальченко, политолог, рассказал про свой рейтинг и сказал, что поддержка Радия Хабирова где-то 55% у населения. Башинформ отрицает, говорит, что она около 70 или более 70. Хочется понять, вообще эти рейтинги, как они составляются, кем они составляются и почему эти рейтинги закрыты? Когда говорят, что поддержка составляет 82% условно, но мы не можем взять этот рейтинг в руки, подержать и почитать, доверие к нему довольно такое, знаете, слабое. Почему так происходит? Вы знаете, создание рейтингов, и я думаю, что самое главное, авторитет рейтингов, он зарабатывается с годами, да? Понятно, что нужны критерии, технологии разработки рейтингов. Он должен быть прозрачен, он должен быть понятен для обывателя. Здесь в рейтингах могут быть разные составляющие, разные разделы рейтинга, из которых они формируются, разные технологии формирования информационных. Может быть, опросы, может быть, социальные какие-то исследования в интернете, может быть, это какие-то ученые, какие-то люди общественные, лидеры общественного мнения. Да. То есть, во-первых, это должна быть открытость рейтинга, во-вторых, это должна быть адекватность, в-третьих, это должно быть опыт, да, то есть уже авторитет данных рейтингов, Рио рейтинг, рейтинги оси, довольно-таки авторитетные у нас в России. У нас есть рейтинги глав регионов, и есть рейтинги, связанные с экономикой, социальными аспектами тех же регионов, да. Константин, но все-таки хочется понять, почему эти рейтинги, на которые апеллируют в том числе и команда Радия Хабирова, в том числе и Ростислав Мурзагулов, который у нас в эфире был, об этом говорил, они недоступны для людей. И как раз об открытости, о которой вы говорите, когда рейтинг закрыт, как-то довольно странно соотносить эти два понятия, и довольно, с трудом верится в реальность. А что вы понимаете под закрытостью? Тот же... его нигде нет, он нигде не опубликован. Говорят, что у Хабирова рейтинг 72%. Условно, я цифру сейчас не помню, к сожалению. А почему я не могу пойти куда-то в интернет, посмотреть, чтобы это было действительно доступно, и я понимал, что, да, реально, вот он. Вообще рейтингам, если они, соответственно, адекватные, им доверяют, да, то есть если есть... Доверяй, но проверяй. Доверяй, но проверяй, да, Что касается Дмитрия Михальченко, это его рейтинг, он со своей точки зрения так видит. Башинформ, проводит рейтинг, соответственно, у него, может быть, какие-то другие составляющие в этой рейтинга. Может, Дмитрий Михальченко по каким-то одним критериям проводил, а Башинформ, может быть, по другим критериям. Здесь нужно четкое понимание. Это описание рейтинга, как он проводится. То есть все уважающиеся компании, они дают краткое описание, откуда берутся информация, кто эту информацию предоставляет, что за люди, насколько они опытны, и какая там бальная система или система расчетов, или, может быть, это экспертные какие-то мнения, может быть, выборка какая-то социологическая и так далее. То есть в каждом рейтинге должно быть описание. И если вы забиваете рейтинг Дмитрия Михальченко, наверное, должны появляться какие-то рейтинги, да, которые бы, мы понимали, как обыватели простые, что же там все-таки хотят найти или как он составляется. Но вы все-таки не ответили на мой вопрос, я его в третий раз задам. Почему рейтинг, на который ссылается на официальная команда Радия Хабирова, сторонники Радия Хабирова, недоступен, на ваш взгляд, просто публике, жителям региона? Почему не можем мы зайти в Google, найти этот рейтинг и посмотреть? Я думаю, что это новое будет для команды. Мы же тоже не можем посмотреть рейтинг предыдущих руководителей, которые давал Башинформ. Или вы думаете, что у них тоже там было все открыто? Подождите, предыдущее руководство, да, а сейчас у нас руководство взяло позицию такой открытости, гласности, и мы такие все доступные, вот они мы. Так, я думаю, вперед. Что мы увидим это. Я думаю, что власти это выгодно.
На ваш взгляд, какая цифра более правдоподобная? 55% поддержки или более 70%? Я думаю, 65%. Средненькая. Да. На рейтинг, как раз уж мы про него начали, Радия Хабирова как-то повлияла уже ситуация в Сибае? Ну, я думаю, что она двояка. С одной стороны, есть значит, проблема, с другой стороны, как он ее решает. То есть, если федеральные органы оценивают решение проблемы с Сибаем на хорошем уровне, значит, рейтинги растут. Если, соответственно, эта ситуация не меняется, и люди, ну, образно говоря, не видят изменений, то рейтинги падают. Но мы в данной ситуации видим, что рейтинг растет, ну, потому что были приняты меры, были встречи, соответственно, с населением. Мне здесь непонятно, с одной стороны, вначале была позиция собственников предприятия, да, которая задымляла, но вроде как нашли какой-то общий язык, я так понимаю, с руководством Башкирии, как-то совместно выступили. Просто вначале они вообще, образно говоря, отмалчивались, да, уходили там от каких-то разговоров, переговоров. Но вот я считаю, что они должны быть более активны. Если у них что-то случается, ну, пусть проявляют инициативу, а тут получается, что приходится их приглашать, там, я не знаю, из-за рубежа, там, ну, как бы сказать, этот вопрос решать. А то, что инициатива от производителя, я думаю, что она должна быть. И где бы он там ни был, где бы эти деньги бы не лежали, доходы там, и где бы он ни жил, мы несем ответственность за свои детища. И я думаю, что вот здесь руководителям, я имею в виду собственникам, надо более активно включаться в процесс. Ну, допустим, если это будет не в Сибае, не дай бог, конечно, да, какие-то аспекты, ну, ни от чего мы не застрахованы, как бы, но на будущее, конечно, здесь необходима активность наших собственников бизнеса. Но власти региона тоже не особенно активно впряглись в эту ситуацию, когда впервые приехали в Сибай только в январе, учитывая, что там с ноября люди жаловались. Все-таки хочется понять, вот вы говорите, если жители города будут понимать, что делается все возможное. Жители города продолжают жаловаться на то, что в городе ничего не меняется, что врачи фиксируют ОРВИ и бронхит, и ни одного зафиксированного случая нет. Отравления именно этим газом и сероводородом, что там, диоксидом серы. Говорят, что запах остается, что превышение ПДК есть, причем каждый раз на оперативках Хабирова говорят, что там все под контролем, ситуация держится. Ну, то, это говорят, опять вопрос о доверии власти. То, что говорят на оперативках Хабирова, ну, я не был там на оперативках Хабирова, не могу сказать. Конечно же, Хабиров сказал, чтобы эти данные должны быть не изменены, и за это тоже есть ответственность. Если члены команды будут обманывать своих коллег, допустим, ну какая же это эффективная команда? Это не есть хорошо. С другой стороны, соответственно, я вот открывал группу ВКонтактах. Сибай-Дыши, наверное, да. Сибай-Дыши. Я смотрел, там в онлайн-режиме камеры работали, как бы сказать, ведется тоже там, ну, нейтральное измерение ПДК, я так понял. Ну да, у них свои датчики. Да, свои какие-то датчики, вот. То есть, вот зайдя на эту ВКонтактную группу, я, в принципе, ну, для себя в онлайн-режиме посмотрел, что задымление, ну, во всяком случае, когда я смотрел, может быть, задымления не было, и было все прекрасно. Я, правда, смотрел это где-то недели 2-3 назад. На самом деле, как раз в этой группе очень часто сообщают о том, что ПДК превышает вообще все допустимые нормы, там чуть ли не 64 раза превышает данные. Ну, но по официальным данным их нет, превышений. Ну, здесь, опять-таки, берем прибор, я не знаю, едем, измеряем, в онлайн-режиме, показываем в инциденте, что вот вас обманывают ради Хабиров, если уж на то пошло. А кто должен этим заняться, кстати? Ну, кто несет ответственность за данный момент, за данную, соответственно, ситуацию. Грубо говоря, Госкомитет ПЧС или Минэкологии? Ну, скорее всего, да. Угу. Почему они этого не делают? Ну, они выезжали, и, во всяком случае, по экологии проверяли, ну, как бы сказать, вроде есть, но здесь же надо как? Здесь же надо в онлайн-режиме показать, я не знаю, видеоролик снять какой-то, приехать.
У нас же, понимаете, сначала есть, потом нет, потом есть, потом нет. Ну, от чего это зависит? То ли от ветра это зависит, то ли от людей, которые дают разные показания. Я вот, я бы как сделал, я бы взял, сам бы взял и поехал туда. И если бы вот не было бы этих ПДК, значит, их нет. Если они есть, значит, с этим надо что-то делать. Хочется еще проговорить, у нас есть несколько минут до конца первой части, хочется проговорить реакцию Радия Хабирова на визит Никиты Исаева, политика московского, в город. Это было довольно неожиданно в принципе, для всех, когда Радий Хабиров там кричал, говорил, что это про гриппозные носы. Зачем так нужно было реагировать? Почему нельзя было просто обойти этот вопрос стороной, там, не обратить внимания, приехал Исаев, приехал, побыл и уехал? В результате эффект совершенно противоположный. Во-первых, насчет реакции, я думаю, что Радий Хабиров на взводе, это, видать, такая тема недостаточно хорошая для него. Я думаю, что то, что приехал Никита Исаев, да, пусть приезжают. Мне кажется, это нормально. У нас, как там, Варламов любит приезжать одно время. То, что как-то он освещает, но мы же все знаем, что кому надо, тот приезжает и освещает по-своему. А то, что реакция Радия Хабирова, я думаю, что, эмоционально, наверное, воспринял. То есть ничего страшного не видите в том, что глава республики так реагирует? Ничего страшного я в этом не вижу, но я считаю, что управление эмоциями тоже составляющая главы республики. Мы сейчас прервемся на новости, после них вернемся и продолжим наш эфир. В Москве 13 часов 30 минут, новости. Более 10 тысяч человек участвуют в митинге оппозиции в столице Ингушетии. По крайней мере, такую цифру называют организаторы акции. Как сообщает интернет-издание «Кавказ Реалии», выступающие требуют отставки главы республики Нузбек Евкурова и главы парламента. Они обвиняют власти в коррупции. Другое издание «Регион Онлайн» утверждает, что митингующие не намерены расходиться, несмотря на то, что акция согласована до 18 часов. Уголовное дело возбудили после изъятия документов в театре «Фест» в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Следственные действия проводятся с утра. В них участвуют сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Московской области. Актер театра «Фест» Дмитрий Сотников рассказал в эфире РБК некоторые подробности. Буквально на прошлой неделе руководитель театра подал заявление в прокуратуру о необходимости проверки действий администрации по сокращению нам финансирования. Мы уверены, что это сделано с нарушением процедуры. Также бывший директор Игорь Соколов подал тоже обращение в прокуратуру по поводу своего незаконного увольнения полгода назад и незаконных действий в его отношении. И вот сегодня происходят обыски в нашем театре, и произошел обыск на квартире у Соколова. Сейчас бывший директор театра находится на допросе. Налоги в ближайшие 6 лет в России корректироваться не будут, обещает премьер Дмитрий Медведев. По его словам, завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Порядок их взимания раньше регулировался подзаконными актами, добавил Медведев. Уход американского автопроизводителя Ford из России вызван процессом глобальной реструктуризации автоиндустрии, заявил глава Ассоциации Американской торговой палаты Алексис Родзянко. По его словам, это никак не связано с тем, что происходит в России. Ранее Ford признал свои европейские предприятия убыточными. По некоторым данным, корпорация может отказаться от выпуска и импорта в Россию легковых автомобилей уже этим летом. Президент Мексики потребовал извинений от испанского короля, а также Папы Римского за преступление при завоевании страны 500 лет назад. Об этом Лопес Обрадор рассказал
рассказал в видео, которое снято на фоне руин древнего города цивилизации майя. Как сообщает Эль Паис, испанское правительство выразило глубокое сожаление по поводу обращения мексиканского президента, поскольку прибытие испанцев на территорию Мексики 500 лет назад нельзя оценивать по современным нормам. О погоде в Москве сейчас плюс 6 градусов, ночью обещает минус 3,5, завтра днем всего лишь плюс 1,3, местами возможны небольшие осадки. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Клещ. Толпан. Укус клеща. Толпан кадалуы. Укус клеща. Толпан кадалуы. В Башкирии зарегистрированы первые укусы клещей. Башкортостанда толпан кадалуының тәүге осрактары теркәлгән. В Башкирии зарегистрированы первые укусы клещей. Башкортостанда толпан кадалуының тәүге осрактары теркәлгән. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Лучший башкирский. Продолжаем программу «Персонально ваш». Елена Черкова у микрофона. «Персонально ваш» сегодня кандидат экономических наук Константин Кузьминых. +7 927 304 10 51 номер для ваших смс-сообщений. Мы с вами, наверное, давайте уйдем от темы Сибая. Хочется обсудить еще много чего. Вот столетие Башкирии. Такая тема. Вот в минувшие выходные мы отпраздновали этот юбилей, открыли, так скажем, да, год юбилейный. Почему не приехал Владимир Путин? Как вам кажется? А он должен приехать? А почему нет? Столетие Башкирии раз в 100 лет бывает. Все-таки первая республика-то. Ну, первая республика, да, и здесь Башкирия отличилась, как всегда. Я слышал только послание Путина. Но он поздравил, но он не приехал сам. Вроде, да, что республика в лидерах, что республика вроде надежда там России и так далее, и тому подобное. Он приехал, Матвиенко, значит, руководитель Совета Федерации. Такая практика есть, то есть главный руководитель иногда, не приезжает, может быть занятость. Я не думаю, что здесь какое-то там отторжение или еще что-то к республике. У главного руководителя страны, наверное, дела были какие-то, я думаю. Медведев, Медведев частенько бывает в Башкирии. О том, что не приехал Медведев, я даже не знаю почему. Наверное, тоже какие-то дела. Я же не могу за них говорить. А вы имеете в виду, что нет внимания к Башкирии? Я имею в виду, что довольно интересно получается. Мы вот между собой, когда этот вопрос проговаривали в редакции, в том числе, я читала довольно много публикаций по этому поводу. Есть мнение у людей, что вот в Казань он точно приедет, потому что Казань будет настаивать, Татарстан будет настаивать. А Башкирия не настаивала, и Путин, в общем-то, не приехал, и усматривают в этом какие-то, не знаю, отношения, может быть, сложные, напряженные. Возможно. Что значит настаивать? Настаивать, управлять тем самым руководителем страны. Тоже хорошо, наверное. Тоже нужно напор, тоже нужно настаивать. Но если он не может приехать, как здесь вот настоишь? Ты же не можешь ему приказать там. Надо заманивать, наверное, какими-то интересными вещами, может быть, какими-то новыми проектами, предложениями от республики. Может, заинтересовывать в своей мудрости, в своих каких-то, я не знаю, достижениях. У нас есть что-то, что могло бы его заинтересовать? Что-то появилось?
Ну, вы имеете за последний промежуток времени? Да, конечно. Мне трудно сказать на этот вопрос ответить. Вообще празднование столетия региона, вам не кажется, что он как-то тихо проходит? Я вообще не знаю, что праздновать. Вот, я вот не праздную. 100 лет, ну и что? Ну что такого? Деньги выкидывать, что ли? Фуршеты устраивать? Ну и что 100 лет? Ну, прошло 100 лет. Ну, приехали какие-то люди. Все-таки такая, да, вот это значительная. Республика сформировалась окончательно, как самостоятельный регион. Для вас это не повод? Ну, я не знаю, ну что пировать-то? Было бы еще, это, как бы сказать, поводы какие-то. Слушайте, когда 450 лет праздновали вхождение в состав России, все-таки, я помню, были довольно масштабные. Деньги выделили с федерального бюджета, насколько я знаю. То есть здесь просто сейчас попытка сэкономить, поэтому... Ну, возможно, да. Коллеги мои с портала про Уфу писали, что, в принципе, юбилей никому не нужны. Они его даже сравнивали с чемоданом без ручки, потому что Хамитов все это инициировал, и в итоге Хамитов даже сам на этот юбилей не пришел. На ваш взгляд, Хамитов-то почему не пришел? Путин, хорошо, ладно, был занят. Хамитов? Ну, а Хамитов сейчас не при делах, вроде... Ну, может, Азар Ахимов тоже не сильно при делах, но тем не менее... Ну, у людей есть частные какие-то аспекты. Ну, может быть, он по личным каким-то аспектам не пришел. Все может быть. У людей есть своя жизнь. Ну, пришел бы он, ну и что было бы из этого? Я вот тоже считаю, что празднование столетия Башкирии, недостойная эта дата масштабных событий. Сказать перед всеми большое спасибо нашей республике, 100 лет, ударный труд, молодцы там и так далее. У нас, как бы сказать, это могут сделать, но в данной ситуации я вообще не вижу вот отмечать что-то там приездами Путина. Ну, действительно, что Путину-то показать? Что, нечего показать? Ну, Матвиенки же что-то показали. Ну вот это же народ тоже надо знать, что показали. Тоже интересно. Ради Хабиров, когда поздравления читал со сцены ВКК Башкортостан как раз в день столетия республики, в день празднования столетия, не сказал ни слова по-башкирски. Многих жителей региона это задело. Они считают, что так делать нельзя, что глава региона должен говорить в таких торжественных случаях хотя бы часть своей речи по-башкирски. Как вы считаете? Я считаю, наверное, что-то должен сказать. Ну, здравствуйте, наверное, там. Ну, это стандартно. Здравствуйте и спасибо. Здравствуйте, спасибо. Там, обычно в речи себе это говорят. Да. Ну, я не знаю, отдельную какую-то речь на башкирском языке, но федеральное мероприятие, гости федеральные. Ну, если несколько слов сказал на башкирском, я думаю, что радоваться все должны. А зачем тогда Минниханов по-татарски говорил? Исключительно по-татарски. Но он, может быть, плохо по-русски говорит. Лучше по-татарски говорит, нет? Интересная мысль. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Еще довольно значимое событие на этой неделе — это визит СПЧ, Совета по правам человека при президенте России, в Башкирию. Целая делегация у нас со вчерашнего дня работает. Работать они будут еще до 29 марта. Вообще интересная на самом деле вещь, потому что местные жители, в частности жители Сибая, сообщают, что им отказывают в аккредитации на встречу с СПЧ. Почему такое происходит, как вы считаете? С чем это может быть связано? И это, по-моему, нарушение тех самых прав человека, когда на Совет по правам человека не пускают людей. Ну, насколько я знаю, вчера было мероприятие, по-моему, в Конгресс-холле. Конгресс-холл Тротау, да. И аккредитации там не нужны были для журналистов. Это вчера. Сегодня журналисты уже тоже говорят, что некоторых из них не пускают. Вот. Был вчера свободный вход. Представители, соответственно, по правам человека при Владимире Владимировиче, у них было, образно говоря, время встретиться. С одной стороны, они где-то по 1,5 часа откладывали, но так как было много людей, где-то по 4 часа они там отработали. Что касается федеральной повестки, вот здесь тоже
ЕСПЧ как бы, ну, ездит по Башкирии, там оно... СПЧ, да, оно, ну, вот о тех местах, где предложено там, ну, допустим, нашими, да, они вот эффект неожиданности делают, у них своя есть программа, куда они хотят, то есть туда они сворачивают едут. с маршрута? Они могут свернуть, они сворачивали с маршрута и ехали туда, где считают, то есть что вы уже они знаете наиболее... о таких случаях? Ну, вот информация, да, такова. Где они свернули? Ну, я не могу точно сказать, но я имею в виду, свернуть и свернули, у них есть своя личная программа, какие места посещать. И то, что, ну, предлагается от республики, они не особо на это смотрят. Я считаю, что, ну, довольно профессиональная команда приехала, они хотят нейтрально оценить ситуацию. И вот по вчерашней, соответственно, выступлению в Таратау, там, в Конгресс-холле, я так понял, что аккредитации не было, и народу было очень Да, вчера не много. было, но сегодня в 3 часа дня в Сибае должна пройти встреча представителей СПЧ с местными жителями, на нее нужно аккредитовываться, и в этой аккредитации жителям отказывают, как сообщают активисты. Аккредитацию, естественно, проводят... Не может жители прийти... Вот мы пришли к этому вопросу. Я хочу у вас, как у эксперта, поинтересоваться, почему так происходит. Аккредитацию, скорее всего, проводят не сами СПЧ, а местная... или аккредитации жителей? Жители. Жителям не разрешают прийти. Ну, я первый раз слышу такое, конечно. Но это, если мне предположить, кажется, что это действительно так, какой-то. что активисты не обманывают, активисты говорят правду и действительно им не дают прийти, с чем это вы связываете? Местные власти боятся? Покажите, где их не пускают. Ну, я, к сожалению, сейчас не могу вам показать видео, но тем не менее. Все про какие-то прохиндейские там штучки. Вы не верите в то, что их не пускают? Ну, я бы видео снял, я бы выложил, но вот, не пускают. Ну, как я вот могу сказать, пускают их, не пускают? Я в Уфе сижу, они все Наш коллега, журналист про Уфу, главный редактор, сегодня заявил, что его журналисты не пустили. Видео покажите мне, я прокомментирую. Хорошо. Потом мы, пожалуй, за кадром. Все-таки по работе СПЧ хочется понять, реально ли они могут что-то решить, реально они на что-то могут повлиять? Ну, вы знаете, они собирают данные, они предоставляют эти данные, ну, соответственно, в центр, а там уже решают. Вчера как раз на круглом столе в Конгресс-холле активисты жаловались на то, что местные власти не согласовывают митинги, не согласовывают акции под, как они говорят, надуманными поводами. СПЧ обещали разобраться. Есть ли возможность, что СПЧ реально разберется, что-то изменится? Ну, видите, у нас же есть стандарты по проведению митингов. Там какие-то сроки, там какие-то участники, какие-то тематики там и так далее. Угу. Ну, по законодательной базе, да, если они отказывают в митинге, ну, это значит на основе каких-то законов, да. То есть здесь, может быть, законы какие-то надо пересматривать. Потому что кто-то якобы уже занял площадку, в итоге по факту митингов и акций ничего не происходит в этот день. Не противоречит законодательству, ну, почему могут и так отказывать? Значит, может быть, законодательство надо подправить? То есть это нормально, когда 800 заявок подает тот же штаб Навального за 2017 год и не получает ни одного согласования? Почему у нас власти так боятся согласовывать митинги? Вы знаете, ну, что такое митинги? Это... Любые акции, хорошо, не митинги. Любые акции, это... Пикеты, все что угодно. Не особо в плюс руководству, да, и республики, и страны. С другой стороны, ну, им же предоставляют другие площадки, если они хотят митинговать перед Белым домом, а их могут там, я не знаю, в Затон там митинговать, предложить площадку. Но кто поедет в Затон? Ну, понятно, что кто идейный только и тот и поедет. Ну и все-таки, почему власть так боится? Ради Хабиров, вот опять же, да, возвращаясь к Сибаю, Ради Хабиру, потому что все-таки эта тема у нас не сходит с повестки, к сожалению. Когда местные жители хотели выйти на митинг, на экологический митинг, он очень бурно отреагировал, там, кричал, что мы вас не боимся, и обещал, что будут санкции, если будут какие-то провокации. Почему так реагировать? Зачем? Ну, я вот тоже не могу сказать, я не слышал, как он реагировал, да, но если, еще раз говорю, если законодательно митинг отменяется, значит, надо что-то делать с законодательной базой. Ну, видите, 800 митингов, как вы говорите, там за сколько? 800 заявок за год. 800 заявок за год, да, ну,
еще раз говорю, надо прорабатывать законодательные базы. Если кому-то что-то не устраивает, мне кажется, надо разрабатывать законы, дополнения, проводить через Госдуму и внедрять это все. А если власть не боится вообще этих митингов, по большому счету? Но, судя по всему, власть как раз их боится, раз не разрешает выходить. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграм. Еще одна тема. Тема с прошлой недели на эту неделю перетекла, но не затронуть ее нельзя. Инициатива министра внутренних дел Республики Романа Деева, который предложил ввести штрафы и административную ответственность за жалобы на полицию. Возможно, Деев мысль свою неправильно донес, или это реально полиция пытается вот закрутить и запретить все то, что еще пока не успели закрутить и запретить, на ваш взгляд? Ну, полиция у нас административные методы управления действовали всегда и, наверное, будут действовать, да. И здесь, наверное, вот та работа, которую они проводят, да, они проводят очень много работы, очень важной работы, да. Но здесь же тоже вот мы перешли в, ну, как бы сказать, другой мир, мир плюрализма, мнений, открытости, прозрачности. Но привлекать к ответственности за ложный донос у нас и так, по-моему, есть статья. Это уголовная статья. Уголовная статья. Они хотят административно сделать. И штрафы. Это, я не знаю, полиция так путь на демократию взяла, что ли? Ну, а почему они не пользуются тогда статьей уголовной ответственности? Они хотят смягчить, что ли, и заработать денег, или в чем заключается? Ну, пусть уголовные статьи заводят. Ну, вообще, эта инициатива вам как? Ну, слабенько. Почему? Ну, а полиции-то чего бояться? Они же честные все. Так. Ну? Так, а может быть, действительно Деев хочет кто-то смягчить? Что-то неправильно сказал про полицию. Если кто-то сказал, ну, допустим, что вот человек там, образно говоря, получает доходы, да? Ну, проверьте. Если, соответственно, он получает доходы, ну, значит, пусть примут меры к полицейскому. Если он не получает доходы, пусть тогда применяют меры уголовной ответственности к человеку, который подал. Так, может, они как раз и хотят не уголовную, а административную ответственность вести, чтобы немножко смягчить наказание? Уголовная — это все-таки вещь-то такая. Но у нас прецедентов-то вообще много, нет? Мне кажется, единицы. Он, к сожалению, не сказал об этом. Единственное, что сказал Деев, это что всего 7% от жалоб на полицию в итоге находит свое подтверждение. Все остальное как раз идет по 306 уголовной статье. Ну, я считаю, что... В общем, вы не оцениваете... Я не оцениваю. Мне как-то это параллельно, понимаете? Есть статья Уголовного кодекса за донос там. Подождите, параллельно? Или вы все-таки считаете, что это плохая инициатива? Я считаю, что она нейтральная. Параллельно — это нейтральная. То есть эта инициатива, нет этой инициативы. У нас много есть инициатив не совсем адекватных. У нас есть вот такие инициативы просто как инициативы. У нас есть умные инициативы. Но я считаю, что это вот такая средненькая инициатива. Если продолжать тему силовиков, недавний арест Айрата Зельмухаметова, политика и решение Верховного суда, вот буквально вчера было опубликовано, Айрат Зельмухаметов остается под арестом на 2 месяца до 6 мая. Как вы считаете, почему вообще его нужно было арестовывать? Ему вменяют какие-то высказывания, которые он сделал в апреле прошлого года, целый год. ФСБ понадобилось, чтобы дело за него завести и в итоге арестовать. Это для чего делается? Это в предвыборной гонке все происходит сейчас? Ну, я не могу сказать, что это вот прям в предвыборной гонке. Ну, человек, я не знаю, понятно, что должен следить за своими там разговорами, и при привлечении по этой статье, наверное, есть какие-то экстремистские аспекты. Не могу сказать. Вы следили вообще за ситуацией с Айратом Зельмухаметовым? Ну, я смотрю, что его мама хотела оставить его под домашним арестом. Но он сам настаивал на этом, да? Да, ну, в принципе, я не могу решать за МВД. Если МВД решило арестовать, значит, есть на то какие-то причины. Ну, оставить под домашним арестом тоже как вариант, почему бы неплохой был.
Угу. Ну, тут на самом деле речь-то не о том, что Радзиль Мухаметова арестовали, а речь о том, что его арестовали сейчас, и тем более, когда Радзиль Мухаметов довольно часто, и в том числе у нас в эфирах, заявляет, что он намерен участвовать в выборах и намерен побороться за звание, за пост президента, как он говорит, Республики Башкортостан. Вот в этом аспекте, если рассматривать, есть у него вообще полномочия? Наверное, Хабиров в нем не видит. То, что человек будет раскачивать лодку в предвыборной процессе, ну, это возможно. Но я не думаю, что вот прям четко там посадили его, чтобы он там не выдвигался. Но такой вариант вы допускаете? Я не допускаю, это глупо. Почему? Ну, зачем это делать? Устранить соперника? Ну, человека можно и по-другому устранить, как соперника. Почему обязательно вот так вот в предвыборной гонке? Я думаю, что Дилимхаметов, он, ну, как бы сказать, человек, ну, можно сказать, высказывает иногда какие-то вещи, ну, которые не всегда есть к этому подтверждение, допустим. То есть люди же, вот смотрите, людьми же управляют вот эти лидеры общественного мнения, да? Так. Допустим. Когда у нас, ну, допустим, Олимпиада проходила в 1980 году, всех же хулиганов, бандитов выдворили за 100 километров от Москвы. Выдворяют. Я пытаюсь параллель просто понять, окей. Параллели, да, значит, могу сказать по этому поводу. Варианты разные, они применялись и, скорее всего, будут применяться. Угу. С Дильмухаметовым я не связываю это, что его там посадили, что год разрабатывали. Ну, ФСБ может год разрабатывать, у них там какие-то, я не знаю, там расследования, наверное, длятся там, я не знаю. То есть человека-то берут обычно, когда уже какой-то есть материал, но, может, они год материал этот собирали. Угу. Поэтому вот что касается предвыборной гонки, что специально его посадили, я в этом не вижу. Но вот с точки зрения по домашним арестам, ну, наверное, можно было по домашним арестам оставить. Но чисто теоретически, если рассуждать, Дильмухаметов все-таки мог Радио Хабирову составить конкуренцию на этих выборах? Я думаю, что далеко нет. А кто мог? Мог бы? Или сможет? Ну, нужен какой-то сильный лидер, наверное, узнаваемый лидер, не токсичный особо, который бы вызывал, наверное, уверенность у людей в завтрашнем дне. У нас есть такие кандидаты уже? Вы знаете, у нас с кадрами вообще все сложно. С другой стороны, ну вот если взять настрой политических партий, да, ну, тот же КПРФ, тот же ЛДПР, они же тоже будут выдвигать своих кандидатов. И здесь тоже будет ли этот кандидат по-настоящему соревноваться за место или просто выдвинут, получат там по согласованию с Единой Россией. Ну да, если партии выдвигают же, они же там получают определенные ресурсы на выборы каких-то региональных вещей. То есть здесь будут, мы как раз в процессе предвыборной борьбы-то и посмотрим, действительно эти кандидаты что-то значат или нет. Но вот что касается выборов, допустим, тоже Владимир Путин, когда избирался, я когда читал предвыборные программы партии, вы знаете, очень слабые предвыборные программы партий. То есть вот если кандидат будет не только сам качественным, но и его предвыборная позиция, то, что он обещает, адекватно будет, да? У нас же какая ситуация? У нас сейчас особо в регионах-то денег нет. Все деньги, образно говоря, у федералов, да? И как вот эти деньги привлечь в республику, как заинтересовать инвесторов там? Конкретные шаги по экономике, конкретные шаги по здравоохранению, по всем интересующим вопросам наших граждан. Константин, спасибо вам большое. Наш заканчивать наш эфир. Персонально ваш Константин Кузьминых, кандидат экономических наук. Спасибо, пока. Никакого секрета.